Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Ганна Кустачова. Глядзіце ў гэтым выпуску. Скаргі на стан дарог і якасць рамонту. Старшыня аблвыканкама Іван Крупко правёў прамую лінію і прыём грамадзян. На этапе монтажу панеляў аднаўлення дома на Косарава ідзе згодна з графікам. Залатая славянка. У Гомелі выпускаюць інвестыцыйную манету, а зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Скаргі на стан дарожнага пакрыцця і няякасны капітальны рамонт. Старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Крупко правёў прыём грамадзян і прамую тэлефонную лінію. Гамельчанка, якая патэлефанавала да губернатара, паскардзілася на стан дарожнага пакрыцця ў двары па вуліцы Восіпава. Са слоў жанчыны, летась ямы выраўнялі, але пасля зімы сітуацыя зноў пагоршылася. Данная дворовая территория включена в программу ремонта дворовых территорий на 2026 год. Работы будут выполнены в летний период этого года. Работы будут включать ремонт, замену асфальтового покрытия и частичную замену бортового камня. Пытанне рамонту дарогі ўзняла і жыхарка аграгарадка Мічурынская, якая звярнулася на асабісты прыём. Гаворка ідзе аб участку дарогі працягласцю каля 600 метраў. Амаль уся вуліца пакрытая гравіем і толькі маленькі участак грунтовы. Сёлета яго прывядуць у належны стан. Што тычыцца больш шырокага адрэзка дарогі, адказ дадуць пасля прапрацоўкі пытання. Если не будем менять электричество и не будем заниматься водой, то в этом году положим асфальт. Если придется менять, то посмотрим, насколько у энергетиков сил хватит, и чтобы положить в этом году. Да прыняцця рашэння дарога будзе падсыпацца і грэйдзіравацца. Таксама сярод агучаных на прыёме праблемы з працяканнем даху пасля капітальнага рамонту і пытанні працаўладкавання. Усе звароты на асабістым кантролі кіраўніка рэгіёна. Аднаўленне дома на вуліцы Косарава ідзе згодна з графікам. Старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Крупко сёння на месцы праверыў ход работ. Зараз будаўнікі манціруюць пліты перакрыцця на 6-м паверсе. Да гэтага была зацверджана праектная дакументацыя. Работы плануецца выканаць у 2 чаргі. В первую очередь строительство предусматривает восстановление поврежденной части 3-го подъезда, а вторая очередь строительства – это комплексный капремонт всего жилого дома. Проектные работы и по первой, и по второй очереди завершены. 25 марта получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту. Для работ по аднаўленню дома былі распрацаваны спецыяльныя сценавыя панелі. Яны прайшлі ўсе неабходныя выпрабаванні і сертыфікацыю і атрымалі станоўчае заключэнне. Гэта значыць, што ў бліжэйшы час будаўнікі змогуць прыступіць да наступнага кроку. Следующий шаг – это капремонт подъезда и ремонтные работы. Замена коммуникаций, там, где смонтированы будут новые изделия, устройства инженерных сетей и отделка квартир. Іван Крупко паставіў задачу не выбіцца з графіка і аднавіць жылыя памяшканні ў тэрмін. У Будакашалёўскім раёне прайшло ўрачыстае адкрыццё цэха для адкорму куранят бройлераў. Жывёлагадоўчы аб'ект «Беларуснафта» асобіна з'явіўся недалёка ад вёскі Уза. Запуск аб'екта стаў фіналам першай чаргі інвестпраекта, які стартаваў у лютым мінулага года. Завяршэнне ўсіх работ запланавана на чэрвень і дазволіць прадпрыемству істотна павялічыць вытворчай магутнасці. Падрабязнасці далей у сюжэце. Высокапрадукцыйны і сучасны. Новы цэх па адкормкі куранят бройлераў пабудаваны з металаканструкцыі. Улетку птушкам уласціва перагравацца. Гэта канструкцыя дазволіць пазбегнуць гэтага. Галоўнай перавагай новага цэха з'яўляецца сучасны санітарна-прапускны пункт, у тым ліку і для транспарту. Сегодня очень актуальна проблема – это биобезопасности, так называемая, птичий грипп, если слышали. Поэтому вот эти все моменты надо убирать, и человеческий фактор надо убирать. Поэтому мы подошли с той точки зрения, что надо человеку дать возможности выполнить требования, а потом за это спросить или потребовать. Поэтому здесь все абсолютно на 100% есть. Фабрика удалена от всех населенных пунктов. То есть все требования и ветзаконодательства, санитарное законодательство соблюдены. То есть вот это по биобезопасности здесь все есть предпосылки соблюдать и иметь хорошую сохранность. У складзе цэха 12 птушнікаў. Гадавая магутнасць вытворчасці мяса куранят бройлераў каля 10 000 тонн. Абслугоўваць новы цэх будуць каля 80 работникаў. Работала я здесь 12 лет уже ведущим ветеринарным врачом, поэтому немножко специфику поменяю. Условия по биобезопасности соблюдены. У нас есть и въезд в диспункт, и выезды дисбарьеры оборудованы хорошо. Большой упор сделан на биобезопасность, поэтому все получится.
Будаўніцтва цеха з'яўляецца часткай маштабнага абнаўлення жывёлагадоўчай галіны Гомельшчыны. Толькі сёлета будзе ўзведзена 9 малочна-таварных комплексаў, 160 профилакторыяў для телят. Пятилетка 26-30 стоит серьезная задача – перевод всего животноводческого комплекса на современные условия. Во-первых, это обеспечение продовольственной безопасности, во-вторых, расширение экспортных позиций в ряде стран, с которыми мы сегодня торгуем. Поэтому, чтобы торговать, продукция должна быть проходная по цене, качественная и безопасная. Вот сегодня пример такой работы. Мы присутствуем здесь в одном комплексе. Это площадка на 10 тысяч тонн мяса. У Гомельскім раёне таксама працягваецца будаўніцтва сучаснага свінакомплексу на 100 тысяч галоў. Праект рэалізуюць без адставанняў ад графіку і плануюць завяршыць у 2027 годзе. Яшчэ адзін свінакомплекс на 24 тысячы галоў зараз будуецца ў Мазырскім раёне. Владислава Галабокіна, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». На полях «Беларуснафта» особенно старшыня аблвыканкама Іван Крупко абмеркаваў з кіраўніцтвам прадпрыемства структуру пасяўных плошчаў. Аграрыі ўжо завяршылі першы падкорм азімага рапсу. Стартавала саўба яравых збожжавых. Зараз тут 3 асноўныя культуры – пшаніца, рапс і кукуруза. Спрабуюць працаваць і з алейнымі культурамі, плануюць павялічваць іх аб'ём. Губернатар даручыў вывучыць вопыт навуковых інстытутаў краіны і калег з Бранскай вобласці. Вільгаці на полях дастаткова, ідэальны год для аграрыў не сухі, у зямлі ёсць вада. Самы час сеяць і выкарыстоўваць падарунак прыроды па максімуме, падкрэсліў кіраўнік рэгіёна. Работы ў полях на паўднёвым усходзе краіны набіраюць тэмпы. На Гомельшчыне засеяна амаль 40% плошчаў, адведзеных пад раннія яравыя і зернебабовыя. Рэгіён выйшаў на тэмп у 4,5 тысячы гектараў за тыдзень. Паступова гаспадаркі паскараюцца і выкарыстоўваюць кожны пагодлівы дзень. Сярод яравых больш за ўсё пасеялі аўса. Па ячмені, пшаніцы і бабовых таксама ідуць планавыя работы. Стоит задача сегодня до 10 апреля отсеяться, мы успеем, мы отсеемся, и до начала апреля, до 4-5 чисел мы подкормим тоже озимые и вторую подкормку рапса закончим. Механизаторы все толковые, все опытные, работают как положено с утра до темна и успеваем. План 500 гектар овса и 200 гектар ячменя. І плюс еще однолетняя 200 гектар. Гаспадаркі працуюць хутка і якасна, каб зерне лягло ў глебу, пакуль захоўваецца вільгаць. Усе рэсурсы, каб у тэрмін завяршыць пасяўную кампанію, ёсць. Рэспубліканскі суботнік пройдзе 18 красавіка. Заробленыя падчас яго правядзення грашовыя сродкі будуць накіраваны на стварэнне пастаяннай экспазіцыі Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі. Гэтая добрая традыцыя штогод аб'ядноўвае каля 3 мільёнаў жыхароў краіны. Людзі займаюцца азеляненнем, прывядзеннем у належны стан тэрыторыі населеных пунктаў, знакавых аб'ектаў, мемарыялаў і месцаў воінскіх пахаванняў. Залатая славянка. Нацбанк Беларусі 14 красавіка выпусціць у абарот зліткавую манету. Раней аналагічная прадукцыя выраблялася за мяжой. Аднак ужо другі год заказ на выпуск манет выконвае гомельскі крышталь. З мэтай імпартазамяшчэння прадпрыемства асвоіла выпуск славянкі з айчыннай сыравіны. Гомельский полукристалл производит слитковые монеты инвестиционные из золота с 2025 года. Произведена была аналогичная монета, как 7,78 грамма, это славянка, 50 рублей номинального значения. И золотая славянка тоже 3000 штук, 15,5 грамма. Все монеты, которые мы производим из давальческого сырья, поставляемого Национальным банком. И поставляются эти монеты только Национальному банку. Монета относится до категории злиткавых. Яна выраблена з золота найвышэйшай пробы. Новую партию славянки плануюць запустить у оборот 14 красавіка. Номинал монеты складае 50 рублёў, а тираж 5000 экземпляраў. Славянка прызначана для інвестыцый і накапленняў. Пры гэтым яна з'яўляецца законным платежным сродкам у Беларусі і абавязковая да прыёму без абмежаванняў. Шчаслівая сям'я, шчаслівае дзяцінства. На Гомельшчыне сёння стартавала міжведамасная прафілактычная акцыя. Працягнецца яна да 1 чэрвеня. Адрастат добрых спраў – дзеці, якія жывуць у неспрыяльным становішчы. Да справы далучацца грамадскія аб'яднанні і працоўныя калектывы. Ключавыя задачы – выяўленне сем'яў, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі, прафілактыка і пераадоленне негатыўных з'яў.
мы сумели все вместе решать те проблемы, которые возникают. В дальнейшем также мы проводим работу, оказываем помощь в трудоустройстве родителей, которые не работают. Также мы оказываем помощь родителям, которые злоупотребляют спиртными напитками. Мы оказываем им всяческую помощь в оформлении документов. Будет оказана и юридическая помощь, соответственно, в получении жилья, если это предусмотрено действующим законодательством. Это посещение семей, это различные мероприятия, которые будут проводиться с участием семей, там, где дети находятся в социально опасном положении. Также мы организуем сбор средств для того, чтобы в дальнейшем решить некоторые проблемные вопросы, касающиеся отдельных семей. Для жадаючых аказаць матэрыяльную падтрымку адкрыты дабрачынны рахунак. Яго рэквізіты зараз на вашых экранах. Летась удзельнікі акцыі сабралі каля 60 тысяч рублёў. Для тых, хто мае патрэбу, набылі хатнія прылады і тэхніку. Таксама ў плане мерапрыемстваў прафілактычныя гутаркі, круглыя сталы, выязныя пасяджэнні камісіі па садзейнічанні занятасці насельніцтва і дыялогавай пляцоўкі. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Ганна Кусташова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Калинковичах от алкогольного отравления скончался один из местных жителей. Известно, что погибший нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. В первых числах марта перестал появляться на улице. Соседи забили тревогу. Прибывшие по месту его жительства правоохранители обнаружили тело без признаков жизни. Судебные эксперты из Мозыря установили причину смерти мужчины. Для установления причины смерти мужчины назначили судебно-медицинскую экспертизу. Согласно заключению эксперта, он скончался от острого отравления этиловым спиртом. В крови умершего концентрация этого вещества составляла 10,6 промилле, тогда как смерть может наступить при его концентрации 3,5 промилле. Оперативниками группы по борьбе с экономическими преступлениями Чечерского РОВД вскрыты преступные схемы хищения дизельного топлива. Водители предприятия за несколько месяцев похитили около 580 литров. Задержанным грозит до 4 лет лишения свободы. Между тем, задержан был и тракторист одного из предприятий в Наравлянском районе. Мужчина присвоил себе более 3 тонн ломометаллических изделий. Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы. В Мозырском районе дикое животное спровоцировало ДТП. Женщина-водитель «Лады» двигалась по автодороге Бобруйск-Мозырь, граница Украины. На 174-м километре наехала на кабана, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. После чего легковушка съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся. С телесными повреждениями водитель и пассажир госпитализированы. Аналогичный случай произошел и в Гомельском районе. На 85-м километре трассы граница России Гомель-Кобрин. На проезжую часть выбежал лось. Водитель доставлен в больницу. В обоих случаях животные пали на месте ДТП. Геймера из Жлобина шантажировали после игры. 18-летний парень проводил досуг за популярной ролевой компьютерной игрой. После 2,5 часов виртуальной жизни вынужденно прервался из-за зависания персонажа. Сразу после сбоя парень услышал от пользователя геймерского чата обвинение в использовании чит-кодов для преимуществ в игре. Под предлогом проверки аккаунта собеседник попросил его включить демонстрацию экрана и ввести в командную строку компьютера сообщение, которое он прислал. В реальности парень установил вредоносный файл. Незнакомец пригрозил, что получил доступ к паспортным данным и может подписать его на запрещенные ресурсы. В качестве откупа потребовал 15 тысяч российских рублей. Геймер вышел из сети и обратился в милицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В регионе ликвидированы 19 пожаров травы и кустарника на территориях 12 районов области. Уважаемые зрители, в Гомельской области зафиксировано уже 246 возгораний в природных экосистемах. Причиной большинства из них стало неосторожное обращение с огнем и выжигание сухой растительности. Помните, за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях, либо непринятие мер по ликвидации палов, виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа до 30 базовых величин. Спасатели ликвидировали пожар на территории церкви в Мозыре. Хозяйственная постройка горела по бульвару Юности. На месте происшествия работали 5 единиц техники МЧС. К счастью, без пострадавших. Причина случившегося устанавливается.
В Светлогорском районе при розжиге паяльной лампы пострадал мужчина. Инцидент произошел на подворье дачного участка в садово-огородническом товариществе «Родник». В результате на пенсионере загорелась одежда. Самостоятельно потушив возгорание, он обратился в учреждение здравоохранения. Подразделения МЧС не привлекались. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Юность взяла верх над «Металлургом» и упрочила преимущество в полуфинале плей-офф хоккейной экстралиги. У хозяев льда дубль сделал Станислав Кучкин. По разу отличились Герман Пироговский и Даниил Тютчев. У гостей голами отметились Юрий Веремеенко и Александр Темирев. Серия между «Юностью» и «Металлургом» продолжится 2 апреля. Пока со счетом 2-0 лидирует столичная команда. Молодежная сборная Беларуси по футболу уступила австрийцам в игре квалификации чемпионата Европы. Поединок получился во многом равным. Его более закономерным исходом, пожалуй, была бы ничья. Однако подопечные Виталия Павлова, пропустив второй мяч в компенсированное время, проиграли. У хозяев поля отличились Николаус Вурмбранд и Яник Шустер. А у гостей автором взятия ворот стал Трофим Мельниченко. Белорусские спортсмены завоевали 2 медали на международном турнире по тхэквондо в Анталии. Роман Туровинов записал на свой счет серебро, а Артем Плонис занял 3-е место. Международный турнир собрал свыше 1800 атлетов. Баскетболистки «Горизонта» пробились в полуфинал женского чемпионата Беларуси. Действующие чемпионки страны во втором квалификационном поединке без проблем победили на своей площадке молодежную команду Гродненской «Олимпии» со счетом 109-41. На выезде подопечные Натальи Трофимовой также были сильнее, выиграв с результатом 83-48. В полуфинальной серии «Горизонт» будет соперничать с основным составом «Олимпии».